Коми поступила первая большая партия вакцины от коронавируса «Эпивак Корона». Если ранее в республику ее поставляли только в ограниченных количествах, то в недавней поставке 16 700 доз. Из них в Ухту в ближайшее время поступит 2140. Почему в ухтинской поликлинике ждут именно «Эпивак», узнала Виктория Науменко. Массовая иммунизация населения стартовала в Ухте 14 января, а с конца февраля начали выездную кампанию по вакцинации и в отдаленных поселках. Прививали преимущественно двухкомпонентным препаратом ГАМ-ковид-ВАК, он же «Спутник Ви», который вводится раздельно в 2 этапа с разницей в 21 день. У нас был выезд в Кедвовом и Паромис. Там мы завершили уже иммунизацию первым и вторым компонентом. Затем прошла иммунизация у нас в Гардиеле, на Веселом Куту, в Сидью, на Водном мы в амбулатории активно работаем. И завтра мы выезжаем на Боровой, иммунизируем там жителей. Выездную кампанию в ухтинской поликлинике не начинали, пока не закупили нужное количество специальных боксов для транспортировки ГАМ-ковид-ВАКа. Этот препарат можно хранить только в морозильных камерах. Это его основной недостаток. «Эпивак Корона» в этом плане гораздо удобнее. Эта более новая отечественная вакцина поступала в Ухту пока только в ограниченных количествах, не для массовой вакцинации. Но медики уже успели оценить ее преимущества. Раньше вакцину от коронавируса можно было хранить только в морозильных камерах. Новая «Эпивак Корона» хранится в простых холодильниках. Это существенно облегчает транспортировку. Вакцина «Эпивак Корона» хранится при температуре от +2 до 8 градусов. Как, впрочем, и любая другая, поясняют медики. А значит, особых условий транспортировки она не требует. В целом, с начала иммунизации процедура прививки существенно упростилась. Получали в начале вакцину, которая поступала в многодозовых флаконах. Тут мы сталкивались с проблемой неявки пациента, либо если пациент, например, был по каким-то причинам отстранен от вакцинации, нам приходилось экстренно искать человека, который бы прибежал к нам на вакцинацию. То есть сейчас эта вакцина поступает уже в ампулах, поэтому такой проблемы уже нет. То есть один человек, одна ампула. Сами ухтинцы тоже прививаются от ковида с нарастающей активностью. На сегодняшний день в Ухте первым компонентом привито 5187 человек. Оба компонента получили 3441 житель муниципалитета. Прививались от коронавируса? Нет пока. А планируете? Планирую, если врач разрешит. Записалась, ожидаю. Важно, нужно. Тем более, если хронические заболевания, то желательно. Жена привилась, а мне отказали в связи с тем, что у меня есть антитела. Жене сделали никаких вопросов, никаких проблем. И хорошо себя чувствует. И ждем 28-го вторую. Массовая вакцинация ощутимо улучшила ситуацию с заболеваемостью ковидом в Ухте. Однако расслабляться рано, говорят медики. Ежедневно выявляются новые заболевшие. Так, за 12 апреля было выявлено 4 случая, а потому все рекомендации остаются в силе. Масочный режим в общественных местах, социальная дистанция и неукоснительное соблюдение правил гигиены. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта. Опыт Ухты, где уже работает служба детской выездной паллиативной помощи, будет транслирован. Так, до 1 июня по поручению ИО министра здравоохранения Коми Бориса Александрова будет организована 2-я мобильная бригада, которая будет оказывать помощь детям в Сыктывкаре с последующим расширением географии рейдов на весь юг республики. Создать выездную паллиативную службу решено на базе Сыктывкарской детской поликлиники номер 3. К выездам будут привлекаться не только педиатры, но и хирурги, анестезиологи, реаниматологи и социальные работники. В конце года Минздрав Коми намечает обсудить подготовку формирования такой бригады для Воркуты и остальных муниципалитетов в северной части региона.